Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года для рыб. Сначала рассмотрим сферу отношений, работы, финансов на колоде Таро. Потом посмотрим, что скажет нам цыганский оракул как совет на неделю. Первая карта. Основные события. Основные события недели, то, на чем мы будем концентрировать свое внимание, куда будет уходить наша энергия основная. Здесь выпадает карта пятерка жезлов. Теперь две карты на отношения для тех, кто в паре, для тех, кто в поиске пары. Три карты на работу. Это работа по найму, это поиск работы, это свое дело. И финансы. Карта финансов. Итак, рыбам предстоит учиться новому, учиться управлять какими-то своими новыми навыками, да, если, допустим, кто-то учился. Либо нужно учиться будет работать в коллективе. Допустим, вы привыкли работать в одиночестве, брать на себя только ответственность, да, а тут ответственность нужно делить, нужно, чтобы сохранялось спокойствие, да, чтобы можно было хорошо общаться. Вот здесь вот очень важно это становится на этой неделе. Кроме того, здесь могут быть какие-то вопросы важные проясняться, допустим, то, что не давалось раньше, да, никак не могли или чему-то научиться, или освоить какой-то навык, либо что-то для вас оставалось в тайне, допустим, в коллективе что-то такое происходило, что влияло на вас, а вы никак не могли понять, откуда ветер дует, кто воду мутит, да, или еще что-то такое. А также карта говорит о том, что вам нужно вообще научиться ладить с людьми. Скорее всего, вы привыкли конкурировать, вы привыкли, чтобы быть центральной фигурой, чтобы люди обращали на вас внимание, чтобы они относились к вам с уважением, почтением, какое-то вот особое внимание вам уделяли. А вот эта карта говорит о том, что это тоже правильное умение, хорошее, да, но вам нужно еще и учиться быть равным в коллективе. Учитывать не только свои желания, но и желания других людей. Вот это очень важно на этой неделе. Посмотрите, здесь вот изображен петух на башенке, да, это значит, что час перед рассветом, то есть, ну, как обычно у нас там первые петухи, да, это значит, что для вас действительно может открываться что-то новое, какие-то новые возможности. И вы как будто бы осваиваетесь сейчас вот именно в этом пространстве. Очень хорошо вы можете преодолеть какие-то большие сложности, которые вот раньше вы не способны были преодолеть. Карта пятерка – это всегда карта перемен. То есть вы не просто так что-то делаете, вы делаете все со смыслом. Вы понимаете, зачем вам это надо, куда вы стремитесь. Да? То есть у вас действительно здесь все очень серьезно. Давайте посмотрим, что у рыб происходит в отношениях. У тех, кто в паре, выпадает король кубков. Карта говорит о том, что могут быть беседы какие-то очень душевные, да, когда вы действительно понимаете друг друга, когда проясняются какие-то ситуации. Также карта говорит о том, что можно разобраться в каких-то вопросах прошлого, да, когда вот у вас в отношениях, может быть, что-то не ладилось, было какое-то непонимание. Можно здесь вот эти вопросы решить. Либо у одного из партнеров могут быть какие-то проблемы, вот какие-то расстройства, да, и важно будет выслушать, понять, поддержать, посочувствовать. Это вот неделя важна для такого рода общения. Также карта говорит о том, что могут закончиться какие-то затяжные ситуации, которые ну никак не решались. Они могут, эти изменения могут начаться на этой неделе, а может даже уже и результат быть какой-то, потому что здесь вот у нас уже просвет есть.
Вот, кроме того, здесь у нас такое вот кресло, на котором сидит король кубков, оно с таким острием. То есть нужно быть очень осторожным, не ранить своего партнера критикой или непониманием, равнодушием, отчуждением. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то романтические такие вечера, да, когда у нас там вино, свечи, посиделки такие очень приятные. И благодаря вот таким вечерам можно как-то сблизиться, понять друг друга лучше и так далее. Также карта предупреждает от излишнего употребления алкоголя. Тоже это вот может быть не очень хорошо. И что еще самое важное, здесь заканчивается какой-то период, если было, допустим, сложное общение, ссоры, не было возможности договориться, вот эта неделя может быть как раз неделей примирения, когда все поменяется в вашей жизни. Хорошие возможности. Кстати, деньги тут могут приходить тоже по этой карте, какие-то возможности. Может приходить помощь от старших членов семьи. Для тех, кто ищет партнера, рыцарь Пентаклей выпадает. Карта говорит о том, что вот в ваших руках уже есть возможность. Либо вы знаете уже какого-то человека, с которым вы могли бы завязать отношения, да, но как-то не продвигаются эти отношения, потому что вы не проявляете инициативу. Либо, может быть, у вас какие-то идеалы по отношению к тому человеку, которого вы хотите встретить, может быть слишком уж завышенные, да, то есть нужно вот с этим разобраться. Может быть, вы слишком стараетесь контролировать ситуацию, да, вот все держать в своих руках. Вот карта говорит о том, что вот над этими вопросами стоит подумать, прежде чем начинать новые отношения. Разобраться, вот что вы действительно хотите в отношениях, с каким человеком хотите быть, и, может быть, вы действительно слишком требовательны и любите контролировать, да, вот как-то держите человека в каких-то рамках. Не даете ему там двигаться, развиваться и так далее. И вот это может мешать отношениям. Это с одной стороны. А с другой стороны, тут действительно может встреча произойти, и причем с человеком, который как бы добился уже довольно-таки неплохих результатов в своей жизни, да, у него, возможно, там транспорт есть, возможно, он как бы растет по карьерной лестнице. Человек, который может предложить вам как бы серьезное, у которого намерение, да, он может предложить вам такую опору, поддержку в жизни и так далее. Либо это просто очень хороший друг, который всегда поддержит, всегда поможет, на него всегда можно опереться. И эти отношения, в принципе, могут тихонечко развиваться и перерасти во что-то большее. Посмотрим, что будет в работе у рыб на этой неделе. Для тех, кто работает по найму, выпадает тройка мечей. Карта говорит о том, что будут какие-то сложные ситуации с выбором связанные, и, возможно, вам нужно будет придерживаться своих каких-то правил и принципов, не поддаваться на какие-то провокации, да, не поддаваться на какие-то колкости, да, и самому не критиковать, и не позволять другим себя обижать. Карта говорит о том, что, возможно, придется постоять за себя, придется, может быть, решать какие-то вопросы, связанные с взаимоотношениями в коллективе или с партнерами, да, либо с клиентами, да, здесь вот действительно может быть что-то такое, но здесь что самое главное? На разум опираться, на чувства не обращать внимания. То есть, если, допустим, кто-то вас и обидел, задел, можно напомнить себе, что человек просто сам по себе как-то себя неправильно чувствует, да, неприятно чувствует, и не именно вас он хочет задеть, а у него просто плохое настроение, и вы тут ни при чем. Но это вот как вариант. Кроме того, здесь могут быть ситуации, когда вам нужно будет действовать сразу в 3 направлениях, и вам будет, возможно, сложно. Либо там сразу с 3, допустим, клиентами работать, или еще что-то такое, да, вот обеспечить вот
3 направления в работе. И вот посмотрите, карта, она как раскрашена. Здесь у нас прям чернота такая, да, а здесь у нас ясные такие краски. То есть для нас чувства понятные, а вот разум для нас закрыт. А нам нужно сделать наоборот, чтобы мы все по разуму делали, да, поступали по уму, мудро. А чувства, наоборот, постараться объяснить, да, постараться не воспринимать чувствами, а постараться воспринимать разумом, прояснить вот эту ситуацию, тогда все будет легче. Но вообще вот эта карта также может говорить и о том, что могут приходить денежки сразу из 3 источников, да, если у вас деятельность касается разума, да, интеллектуальная деятельность, связанная с информацией, то очень даже тут хорошо можно заработать на этой неделе. Теперь посмотрим, что ждет тех рыб, которые ищут работу. Здесь выпадает карта старшего аркана «Справедливость». Особенно удачно будет время для тех, кто ищет работу, вот связанную с юридической стороной дела, да, или с государственными какими-то учреждениями, да, в государственные учреждения устраивается. Тот, кто занят деятельностью, связанной с красотой или организацией пространства. В общем, это все очень удачно будет. Также карта говорит о том, что будет необходимо воспользоваться чьей-то помощью людей, которые могут действительно повлиять как-то на ситуацию, на вашу. Не нужно бояться обращаться за помощью. Если вы человек, который действительно может быть полезным на своем месте, то смело обращайтесь. Вы все по справедливости здесь можете получить. Если вы можете быть полезны, значит и вас ждет та работа, которая и вам будет полезна, которая вам будет приносить денежки. Также эта карта партнерская, да, то есть нужно очень внимательно относиться к тем людям, с которыми приходится сотрудничать вот в этой деятельности, которая вам приходит на этой неделе. Теперь для тех, кто занят своим делом, выпадает 3 кубков. 3 кубков карта очень хорошая. Это карта результата, когда мы получили результат и очень этому рады. Также здесь могут быть какие-то праздники, допустим, какие-то корпоративы или, в общем, что-то связанное с празднованием успехов вот именно в коллективе. Также карта говорит о том, что есть возможность как-то объединить бизнес и дом свой, да, может быть, из дома работать. И для вас это, может быть, будет действительно очень приятно, радостно, это как праздник для вас будет, да. Вообще эта карта говорит о том, что может быть сотрудничество. Допустим, появятся либо новые партнеры, либо новые клиенты. И действительно это будет очень для вас хорошо полезно. Будет дальнейший рост ваших способностей, ваших талантов. То есть будете очень довольны. 3 кубков вообще карта очень хорошая для любой сферы жизни. Для денег туз пентаклей выпадает. Карта говорит о том, что открываются действительно новые возможности. Вот, возможно, это действительно партнерство или новые идеи, или новые клиенты, которые могут действительно приносить достаточно денег. Может быть, они будут постоянные, или они будут распространять о вас информацию, да, которая будет вам деньги приносить. Очень хорошие возможности тут открываются. Но кроме того, у нас карта недели – это 5 жезлов, когда мы действительно учимся себя проявлять как-то по-новому. И здесь мы тоже, естественно, получаем новую возможность для зарабатывания, новый источник, может быть, дохода. Карта очень хорошая, карта как дар от жизни, то есть нужно ухватиться за эту возможность, ни в коем случае не сомневаться. Когда эта карта выпадает,
это значит шанс точно хороший, когда мы его можем реализовать, когда мы можем здесь добиться успеха. В финансах очень хорошо все здесь происходит. Шансы вот в будущем очень высоки. Посмотрим совет для рыб на эту неделю. Выпадает карта «Дом». Ну, действительно, очень много карт, которые говорят о том, что вопросы дома очень важны. Вот эта карта, кстати, тоже может говорить о том, что есть шанс сделать, ну, как-то создать стабильность в жизни. Да? Это, кстати, и недвижимости может касаться, это может касаться там запасов каких-то финансовых, либо вложений, когда деньги работают и растут, да. И вот эта карта говорит о том, что все ваши устремления, они должны быть о доме, о ваших близких. Если вы, допустим, развиваетесь в финансах, в деятельности, то лучше всего как бы ориентиром делать вашу семью, ваших близких, родителей, партнеров, детей. Тогда у вас действительно много энергии появляется для того, чтобы достигать своих целей. Вот смотрите, здесь дом в 3 этажа, да. Если, допустим, мы чего-то для себя хотим, то вот максимум мы что можем достичь, это вот 1-го этажа, потому что сколько нам нужно, да, нам для себя много не дастся от жизни. Но если нам нужно для себя, для близких, там, для детей, для родителей, то жизнь дает нам все время возможности. Вот они. То есть для того, чтобы были хорошие результаты в жизни, нужно в целях своих, в планах учитывать благо близких людей, своих родных, родителей и так далее. То есть когда мы думаем о других, нам приходят всяческие возможности. Посмотрите. И нам легче справляться с трудностями, у нас больше энергии, у нас больше вдохновения. Кроме того, если это совет, то нужно обязательно заниматься домом, недвижимостью. Может быть, нужно поставить целью там, построить дом, купить дом. Может быть, там сделать какой-то хороший ремонт, если дом уже есть. То есть заняться домом, заняться близкими своими. Здесь вот у нас дверь, и как бы мы видим такой темный проем, да, то есть здесь у нас какие-то нерешенные вопросы или какие-то тайны есть, или вот что-то такое, что требует нашего внимания. Нужно с этим разбираться обязательно, как акцент такой сделать на неделе, да. Что еще здесь может быть? Структура. Нужно обязательно сделать свою жизнь, ну, как бы упорядочить ее, чтобы были правильные привычки, правильные приоритеты, ориентиры, чтобы был какой-то план, по которому вы живете, куда вы идете, да, к чему, то есть для чего вы все это делаете. То есть здесь действительно дом как символ чего-то стабильного, безопасного. Также дом может показывать наше тело, то есть нужно заниматься телом, здоровьем, обращать внимание на то, что мы кушаем, на то, что как мы, допустим, нагружаем свое тело. Действительно, мы стараемся там, занять его там, физическими упражнениями. В общем, уделяем ли мы ему внимание, чтобы оно у нас было в порядке, чтобы было здоровым, поддерживало нас. Видите, здесь колонны, да? Это вот как раз связь нашего здоровья с нашими достижениями, с нашей безопасностью, с осуществлением всех наших планов. Друзья, желаю прекрасной недели, чтобы все ваши желания осуществлялись, чтобы вы реализовали все возможности, чтобы с вами рядом были люди, которые вас поддержат всегда. Всего вам доброго, до новых встреч!